Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Шалом алейхим. Всех приветствую. Сегодня у нас 21 ноября 2025 года, 18 часов по Берлину. Соответственно, 20 часов по городу Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Кюдаря. Сегодняшний свой стрим я назвал «Исторический перелом». Начался самый опасный и судьбоносный период Украины. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Пишите ваши комментарии, те, кто не находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России. Ну и присоединяйтесь, задавайте вопросы, давайте общаться, друзья. Итак, идет, конечно, массированные обстрелы идут. Украина обстреливает Россию, Украина обстреливает томагавками, не томагавками, пока еще не томагавками. Ну, Атакамс, есть такие американские ракеты, Атакамс, или Атакамс. Ими она обстреляла. И очень мощный урон был нанесен. По-моему, в Воронежскую область они обстреляли. Сейчас, одну секунду. И очень большие потери финансовые у фашистской России. Но одновременно с этим Россия, как обычно, бьет по гражданскому населению. И у Украины очень много погибло. Очень много погибших гражданского населения. Снова и снова Россия бьет по гражданскому населению и убивает гражданское население. Это ужас. Ну вот смотрите, Атакамс, мы все знаем, что там Трамп запрещал бить, там Трамп агент Путина, ну и все остальное. Ракеты были, английские ракеты, французские есть, и они проводятся испытания. Самые лучшие испытания проводятся именно во время боевых действий, именно во время военных действий. И французские скальпы, шадовые английские, какие у нас тут немецкие, не помню сейчас какие там названия, и Атакамс это американские. И нам все рассказывали, что запустить их не могут украинские специалисты, потому что для этого нужно их посвящать, обучать, посвящать секреты какие-то там свои ракетные и так далее. Поэтому обычно это делают местные, так сказать. Американцы это должны делать. И вот, получается, значит, американцы нанесли удар. В последние дни 18-19 ноября 2025 года Украина официально подтвердила использование американских тактических ракет Атакам-С для нанесения ударов по военным целям на территории России. Это первое публичное заявление Киева о таких атаках после нескольких месяцев ограничений со стороны США. Хотя ограничения на использование Атакамс для ударов по России были сняты еще год назад, в конце 2024 года. Это событие вызвало эскалацию напряженности. Россия ответила массированными ударами по Украине, включая атаку на Тернополь, унесшую жизни 26 мирных граждан. 18-19 ноября 2025 года основная цель город Воронеж на юго-западе фашистской России, около 200 километров от границы. Украина запустила 4 ракеты Атакамс с
с 2 установок МЛРС «Хаймарс» из Харьковской области возле Чугуева. Цели – военные объекты, по словам Генштаба Вооруженных сил Украины. Результаты. Точные удары по военным целям. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал это значимым событием, подчеркивающим приверженность суверенитету Украины. Использование дальнобойных систем, включая Атакамс, продолжится. Россия, как обычно, соврала. Не буду я вам эту ложь зачитывать, вы можете ее так услышать из всех чайников. Министерство обороны, характеристика Атакамс, баллистические ракеты дальностью до 300 километров, новые версии. Украина получила их осенью 2023 года, сначала с ограничениями на использование только на оккупированных территориях. То есть, друзья, если применять Атакамс могут только американцы, об этом Путин сам говорил, что там немцы, там французы, американцы, и они применяют, кто хозяин ракет, те и применяют их, то получается, что американцы бьют ракетами по Воронежу. Понимаете? Не только Байден, не Байден, кто-то Обама гадит в подъездах, но теперь еще и бьют атакамсами по Воронежу. И с чем это связано, друзья? Почему именно сейчас? Почему сейчас это начало происходить? Происходит расследование в Украине. НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, выявляет факт мега просто хищения, там сотни миллионов или 100 миллионов долларов похищены. ФБР занимается этими делами. Ситуация очень серьезная. Люди называются из ближайшего окружения Зеленского, которые этим занимаются. Знаете, можно, конечно, сразу же сказать, что они виноваты. Но после уже стольких лет тем, чем я занимаюсь, я уже не настолько уверен, конечно же. Я знаю, что есть коррупция, там все такое. Но если нам показывают человека, что он виноват, я уже понял, что не всегда это так. Не всегда это так. Поэтому спешить не будем с выводами. Мы знаем, очень многие люди там называют, там, указывают как на агентов разных российских, того же Ермака, многих других. Да вообще любой, кто в военное время берет взятку, коррупционер, этому человеку грош цена. Это преступник, это бандит, это хуже оккупанта во время войны, который берет. Это предательство. Не обязательно к вам подойдет офицер КГБ и скажет: давайте работать на КГБ, и вы скажете: служу Советскому Союзу. Не обязательно это так должно быть. Вы можете быть суперпатриотом своей страны, но вам подойдет какой-нибудь Вася, Петя, сунет вам в карман 100 долларов или 100 тысяч долларов, и вы продадите свою родину точно так же, как это продал бы человек, который служит там КГБ. Какая разница? Никакой разницы нет. И по чеченской тематике я это тоже вижу. Абсолютно чеченские, которые себя называют некоторые там воины, там солдаты. Им чуть-чуть денег дашь, они закрывают глаза. А что это как не предательство? Самое настоящее. Самое настоящее. Такая ситуация. И смотрите, происходит эта ситуация с коррупцией в Украине, где уже большой такой скандал разворачивается. Опять же, я хочу сказать, что коней, как говорит Аят Эдигов, на переправе не меняют. И Зеленского снимать я ни в коем случае. Отбранный демократическим путем президент. И это главная задача, чтобы не ослабили Украину. Чтобы эти все действия не ослабили Украину. А остальное все потом. Все, никуда никто не денется. Материал от дела есть, рано или поздно привлекут. Главное, чтобы сейчас Украина выстояла, все остальное произошло, что все было сделано для победы Украины. Но, с другой стороны, нужно людей, которые себя запачкали и не избраны, как Зеленский, их отлучить от Зеленского.
И у Зеленского должна быть другая команда, другие люди должны быть рядом с ним. Если это все доказано и реально, если люди занимаются коррупцией во время войны. Это страшное преступление. Для меня это просто уму непостижимо. Как человек во время войны может называть себя каким-то патриотом, какую-то должность занимать государственную? Ты что, братан, короче, попутал, что ли? Это как это такое? Это измена Родины, ни больше, ни меньше. В мирное время за коррупцию нужно бы, там, я не знаю, как в Китае себя вести. Но если даже не делать это, то в военное время, ну, минимум нужно сажать людей от должностей. Нам некоторых уже сняли, отстранили от должностей. Ну, посмотрим. Ну, вот смотрите, как ситуация развивается. Начинается вот это расследование, сразу же российский вброс. И что меня заподозрило, ну, как обычно, что вызвало во мне сомнение, это то, что Россия начала очень как-то, Путин об этом начал говорить, другие начали говорить. Обычно они ловят тишину, если они к этому не причастны, и пытаются как-то смотреть. А тут Умеров сбежал во всех просто трубах. Американцы, Россия, украинцы начали про Трампа какую-то гадость писать, которую тоже сейчас раскручивают. Зачем это делается? Зачем, если это не враги внутри Украины, там Трамп то, Трамп все. Забудьте Трампа, у вас тут вообще горит страна на грани выживания. Народ, нация на грани выживания. И вот в эту ситуацию там обсуждают какого-то Трампа, что там какие-то там их внутренние дела, в которые просто ты не разберешься. Ни с пол-литра, ни с литром, как говорится. И все равно лезут, там обсуждают и так далее. И мы должны ориентироваться на то, как себя ведет Россия, как ее пропагандистская машина ведет. Пропагандистская машина говорит, Умеров сбежал, что не соответствует действительности. Умеров, мне кажется, один из самых порядочных людей, там, вот в этой верхушке, которая там занимается. Зеленского я тоже считаю, что сейчас Зеленскому деньги на уровне Зеленского, и в такой исторический момент для Зеленского деньги, мне кажется, должны быть... И он не бедный человек, Зеленский. Изначально у него и квартал 95 был там и так далее. Не знаю, кто там причастен, не причастен, но смотрите, как события. И Украина начинает расследование с НАБУ, вот с этими движениями коррупционными. Одновременно Россия начинает наносить массированные удары по гражданскому населению, и Украине ничего другого не остается, как отвечать атакамсами. Отвечают атакамсами. И эта эскалация идет дальше. И моментально начинаются переговоры, какие-то там условия выдвигаются. С чем это связано? Мы всего пока не узнаем. Но мы можем, по крайней мере, как у врачей, не навредить, не спешить. Если мы за Украину, если мы за то, что она победила, то мы должны очень аккуратно подходить, не сразу подхватывать. Я еще раз ненавижу коррупцию, презираю коррупционеров. Во время войны они ничтожество, это не люди. Просто это просто исчадие ада коррупционеры во время войны. Это абсолютно аморальные просто сволочи. Но в данном случае, в данной ситуации нам нужно, чтобы Украина не пострадала, как говорится. И поэтому будем аккуратными вот в этом во всем. Как-то так. Ну вот смотрите. После инаугурации Дональд Трамп, возвращаясь к атакамсам, Пентагон ранее блокировал такие удары из-за процесса утверждения целей. Встреча Зеленского с Трампом в сентябре 2025 года привела к смягчению позиции. Трамп выразил готовность снять ограничения. Это возобновление ударов атакамс – первый публичный случай после паузы. 19 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине. 476 дронов, 48 ракет, включая Х-101. В Тернополе, запад Украины. Ракета попала в жилой дом. Погибло 26 человек, в том числе 3 ребенка. 73 получили ранения. Атаки затронули энергетику, инфраструктуру.
Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской областях Украина сбила 442 дрона и 41 ракету. Институт изучения войны отмечает, что в радиусе Атакамс в России есть сотни военных объектов. Удары могут нарушить логистику РФ, но рискуют дальнейшей эскалацией. Украина также использует собственные ракеты, например, «Фламинго», для компенсации задержек западным оружием. Вот такая вот интересная ситуация, друзья, складывается. Очень интересная ситуация складывается. И я считаю, что сейчас это на самом деле такой судьбоносный период. И время, ну, дни, недели мы увидим какие-то события. Либо это будут еще мощнее удары, обмен ударами, либо внутри Украины произойдет какое-то такое серьезное событие. Посмотрим. Посмотрим. Так, давайте, что у нас тут? В ТикТок пишут. Так, нам пишет. Валейкум ассалам. Можете дать топ-3 источника, где берете инфу об истории. Об какой истории? Мусорчик. Это что за мусорчик такой, да? Так, 100% правильно говорите. Так, Масад. К нам в гости Масад пожаловал. Да. Арно, да, или Амо в Германии. Так, Чебурашка. Чебурашка. Чебурашка, кстати, еврей. Вы это знаете? Вот так вот. Чего только не говорят, да, в нашем веке. Давайте дальше. Так, Иркин, шалом алейхум. Шалом, дорогой. Пропаганда России только об этом говорят, как будто в России нет коррупции. Причем, знаешь, когда об этом говорит Путин, самый большой коррупционер, самый, я не знаю, большой хапуга, говорит, они разве о народе думают, о простых солдатах, о простой армии, простом народе думают? Нет, они думают только о себе. Вот тогда у меня закрались сомнения, не операция ли это российских каких-то спецслужб по дискредитации Зеленского. Понимаете? Так, дальше. Зеленский молодец, он правильно делает, что не создает хаос между собой. Купянск. Россия взяла, Штаты сливают Зеленского, говорит Николай. Но, смотрите, давайте так сделаем. Купянск. Купянск. Население города Купянск. Харьковская область, Украины. По состоянию на 25 год. Так, в 2021 году перепись 32 тысячи. Довоенный пик. 32 тысячи населения. Представьте себе. Вот населенный пункт Катырюрт, который у нас есть, откуда я родом, он там насчитывается, по-моему, 15 тысяч населения. Это называется село. Село называется. Это не город, село. Я сам с Грозного, но мои родители оттуда, с Катырюрта. И 15 тысяч населения. То есть 2 Катырюрта это взяли. Это за столько лет войны вторая армия в мире взяла 2 Катырюрта. Точнее, вот что осталось от этих 2 Катырюрт. Это просто, чтобы вы понимали, когда вы тут пишете, что какая-то суперармия там, Зеленского, во-первых, никто не сливает. Во-первых, Зеленского никто не может слить. Понимаете? Это законно избранный украинским народом президент. Претензий у всех много во время войны. И ошибки молодой. Во время войны враги работают. Ошибок полно. Неопытный в политике не был. И так далее. Но это президент, которого избрал украинский народ. Поэтому никуда от него не деться. Как бы вам ни хотелось. И сливать его ни американский президент, даже американский президент не имеет права. Никто не имеет права его сливать. Его сливать имеет только право его величество
украинский народ. Все, точка. Вот так вот. Вот так вот, Леон. Дальше. У тебя проблемы с носом, говорит. Не понимаю, о чем ты, Леон. Польша еще выявила, что за терактом стоит Россия. Вот поэтому Путин и пропаганда так начали качать в инфополе. Да, кстати, в Польше тоже проводятся диверсионные террористические акты. Так, Алекс пишет, Америка спасет Чечню. Алекс, я бы очень был этому рад. Но пока я не вижу этих подвижек со стороны Америки. Я вижу некоторые американцы, с которыми я подружился, но которые очень хорошо к нам относятся. А вот пока пока Америка еще пока самая не готова была. Какого избрать закон того, который незаконно скинули, говорит, Лугана. Ну, давайте не будем рассказывать о того, у народа спроси, говорит Алекс. У какого американского народа? Алекс, я с удовольствием, я вот этим и занимаюсь как раз. К сожалению, английским владею не очень хорошо, поэтому приходится говорить на русском языке. Но вот флаг висит, пишу письма, перевожу на английский, американский, распространяю. Американцы просто вас не знают. Да, к сожалению, не все американцы меня знают. Не все 350 миллионов меня знают. Но я скажу, десяток или даже больше десятка, может даже сотни меня знают. Да, у народа спроси. В смысле, не понял я, Алекс, ты тут выдаешь такие фразы, а мне угадывать. Давай я лучше тогда YouTube почитаю. Так. Зеленский все аккуратно делает, молодец, надо его поддерживать. Ну да, у нас Иркин на самом деле другого выбора нет. У нас другого президента украинского уже нету. Поэтому, конечно, мы должны демократически избранного украинского президента мы должны поддерживать. Другого варианта у нас нет. Это правда. Россия получит свое за свои зверства, бумеранг никто не отменял. Да, обязательно. То, что Чебурашка еврей, это мы знаем. А вы кто по национальности? Я чеченец. А вы не знали, что ли? Про просрочено неудобно читать. Да, не говорите, особенно когда россияне говорят про кого-то просроченного, просто, ну, настолько просто быть наглыми, ну, даже для россиян это, мне кажется, не очень. Как ты относишься к ГДР? ГДР не существует. Как я могу относиться к тому, чего не существует? Ламаназ, Баркал. Когда кончится война? Война сейчас происходит очень судьбоносные, очень опасные события для Украины. Но я не думаю, что война сейчас закончится. Она может на какое-то время сейчас приостановиться, и то я сомневаюсь. Поэтому я думаю, война продлится еще 26-й и 27-й, может быть, год. Guten Abend. Приветствую. Моин. Хочу вас расстроить. Нет американского языка. Есть американский вариант английского языка. Игорь, если бы ты сейчас этого мне не сказал, я просто благодарен тебе. Я просто не знаю, что бы я делал тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Это было так ценно. Ты так мне подправил. Это благодарю тебя. Буду знать.
Америка уже спасла иракцев, сирийцев, афганцев, в целом многих спасла. Надеюсь, до Чечни не доберутся. Ну, во-первых, иракцы это одно, сирийцы это другое. Они своего Башара Асада свергали. А в Афганистан не нужно было идти американцам. Это правда. Не нужно было абсолютно. Потому что никакого толка от этого не было. Да, в принципе, Ирак, конечно, Саддам Хусейн заслуживал суда, справедливый суд. Знаете, на земле есть Бог. И руками американцев Бог сделал то, что нужно сделать Саддамом Хусейном. Был суд справедливый, и он получил то, что он заслуживал получить. За применение химического оружия, за все остальное. Но, к сожалению, не только один Саддам Хусейн такой плохой в этом мире. Как-то так, да? А так, как ты видишь, сирийцы рады, что их президент, который мне тоже не очень нравится, приезжает в Америку, с Трампом у него все хорошо, даже Трамп его брызгает духами, и все отлично у них. Так что все нормально. И я очень надеюсь, что Соединенные Штаты доберутся до Ичкерии, вернее, свой взор обратят не на симулякров, не будут делать нам подлость, гадость, избирая там каких-то управляемых симулякров, а на демократической основе избранных наших представителей чеченского народа будут их поддерживать. Я очень на это надеюсь. Пока я этого не вижу, к сожалению, но я на это надеюсь. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Евгений. Шалом, дорогой. Россия о коррупции в Украине это как Чикатило, осуждающий насилие. Украина сама разберется и накажет виновного. Абсолютно, Жень. Совершенно верно. Живу в Литве, наблюдаю за Украиной. А ведь нам понятно, если бы на Украине не устроили Майдан, то бы войны не было. То в этом не нужно винить Россию. Долго он чесала бока медведя. Я не верю, во-первых, что вы в Литве живете, потому что, ну, зачем вам об этом говорить? Ну, вот просто могли бы свое мнение написать. Зачем указывать, что вы в Литве живете? Хотя там ватников хватает. А во-вторых, какое ваше собачье дело и России, и кого-либо другого, если кто-то в своей стране проводит какие-то свои майданы, свергают там, проворовавшуюся пророссийскую антинародную власть. Какое ваше собачье дело просто? Ну, просто не обижайтесь за грубость, но просто интересно мне. Какое ваше дело? Я просто не понимаю. Север, алейкум салам. Я удивляюсь, как разумно вы разговариваете с россиянами. Я полистал стримы только что, это днище. Вы имеете в виду, россияне так себя ведут? Ну, россияне разные вот, на самом деле. Сейчас россияне дезориентированы. Нормальные россияне либо сидят, либо очень дезориентированы. Знаете, и любому человеку, когда вы всех на всех гоните, да, самое трудное русским, которые на самом деле не имперцы и не фашисты, не русисты. Им самое трудное. Все остальные там татары, дагестанцы, то угодно могут откреститься. Я вообще не русский, не имею отношения сказать, и у него все нормально. Самое тяжелое положение у именно русских россиян. У них самое тяжелое положение нормальных.
нормальных. Остальные, ну, как бы, как ты предатель получаешься, понимаешь? Особенно, когда тебя все хотят в одну кучу свалить. Ну, нельзя сказать, что они не виноваты в этом. Бездействие – это тоже такое, очень такое преступное иногда бывает действие, бездействие. Как-то так дело. Поэтому разные есть, разные. И нормальные россияне тоже есть, русские есть. Салам всем свободным людям, салам, брат Аслам. Шалом, дорогой брат, как ты поживаешь, Эд? Так, интересует вас Махензи Беруфлих. Что делаете такую аналитику? Я являюсь правозащитником и работаю на одной фирме. Я являюсь председателем правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия. Правозащитный центр Ичкерия. Немецкая чеченская правозащитная ассоциация. Когда уже Россия нацелит ракету на США? Алексей, никогда не нацелит. Не нацелит. Поддерживайте Израиль. Но что вы имеете в виду под поддерживать? Если вы считаете, если вы спрашиваете меня, имеет ли право Израиль на свое государство, имеет. Имеет ли право Израиль на жизнь? Граждане Израиля, евреи во всем мире имеют право на жизнь? Имеют. Я не понимаю, что значит поддерживать. Я поддерживаю справедливость. Так. Ну, приезжаю в Грозный, действуй, говорит, Лагандо. Не хочу даже читать, тебе опасно, у тебя ник получается. Приеду в Грозный, и что? Так, подождите, я тут перемотал. Всё, какое у вас мнение о Гайдаре Джемале? Я считаю, что Гайдар Джемаль является гнуснейшим, лицемернейшим, являлся гнуснейшим, лицемернейшим просто мерзавцем. Все его последователи, которые нам тут от Шевченки до разные там, Айсины, Майсины, это такие же враги нормальных, порядочных людей. Это был человек, который занял, с одной стороны, нишу занял Дугин, он действовал на русскую интеллигенцию, так сказать, да, а этот действовал на мусульманскую интеллигенцию, так сказать. И это намного лицемерней, намного страшнее, чем какой-нибудь там даже Соловьев, понимаете, или кто-нибудь другой из пропагандистов. Вот как я отношусь к Гайдару Джемалю. Я не понимаю чеченцев, которые, услышав какие-то 2-3 слова, ну, это для этого и рассчитано на недалеких, необразованных людей, которые слушают какие-то фразы, которые тот говорит, и верят вот в это. Да, там много ты можешь полезного узнать, даже правды ты узнаешь какой-то, конечно, абсолютно тотальной лжи нет. Но его задача была, представляя себя каким-то мусульманином, защитником, выставить Запад, США в первую очередь, и Израиль таким абсолютным злом. И это большое страшное лицемерие. Это, ну, такой же фашист, как и Дугин. Понимаете? И сейчас есть такой, другой еще один, Шевченко, Айсин, Майсин, вот эта когорта последователи после того заняли это место.
и его покойного. Поэтому отвратительно отношусь как к большому и страшному инструменту, пособнику геноциду чеченского народа. И именно Гайдар Джемаль, именно Максим Шевченко и все эта вся банда интеллектуалов, да, немножко начитавших книг, но абсолютно аморальных существ. Абсолютно. Это страшные люди. Вот что я вам скажу про этих людей. Я бы хотел чеченцам сказать, которые там вырезают куски этого. Я когда вижу этого Джемаля у кого-то на странице где-то в ТикТок или в Ютуб, у меня сразу пропадает интерес к этому человеку, к этому каналу и все остальное. Я понимаю, что этот человек просто не понимает, что происходит. Есть один человек, который живет в Лондоне, у него там что-то, дочка что-то там сказала или написала в социальных сетях, я даже не знаю точно, что там было. И вот он там про Гайдара Джемаля, потом берет там интервью где-то у кого-то там дает. Я смотрю, думаю, этот человек не понимает, что ли, что происходит. Вот если я ему начну сейчас объяснять, сказать, если он искренен, если он не работает на Русню, если он не работает на ГРУ, на ФСБ, у них обычно так бывает. Ты с ними разговариваешь, он самый большой патриот, он самый большой чеченец из всех чеченцев, а потом ты, когда уже докапываешься до какой-то истины, он потом говорит, не, ну так-то у меня там ФСБ дядя работает, там Кадыров там родственник, Тейп там у него там где-то через жену, через маму, через папу. И ты думаешь, этот человек мне доказывал, что он супер какой-то патриот, супер религиозный, какой-то там враг России и так далее. А выясняется, депортирует меня, мне один говорит. Мы с ним час по телефону разговариваем, он просто рвет все и вся вокруг себя и на себе, доказывая, что он супер патриот, что он воевал, что он там третье, десятое и так далее. Потом говорит, да даже если меня депортируют отсюда, говорит, я Тейпа Кадырова, у меня дядя там, у меня тетя там, у меня это там. Я говорю, а ты помнишь, с чего мы разговор начинали? Ты мне предъявлял, что ты супер там туда-сюда, и я неправильно о тебе подумал. А теперь, оказывается, так. Получается так, говорит. Вот такие вот эти люди, понимаете? И вот эти люди, эти Джемали, Гайдары и все остальные, они нужны, чтобы обманывать людей. Это очень страшные люди. Очень страшные, как Дугин, помните? Как Дугин говорил, помните? Я как профессор вам говорю. Уп, как можно больше. Понимаете? Убивайте, он говорит, украинцев. Это профессор говорит. Понимаете? Это обычный способ садизма, фашизма. Уничтожать людей, запугивать. Конечно, любой испугается. Если вы полгорода снесете, если вы вырежете, как в Буче там, конечно, люди-то, страх дан, ужас и страх, это что за зверье такое идет. Конечно, испугаются. Это всегда работало. И вот профессор, не надо становиться профессором, нужно быть просто ублюдком, каким Дугин является, Джемаль был и все остальные такие подобные им. Они красиво говорят, правильные вещи говорят. 90% они могут вам правду сказать. Понимаете? 90%. И про Америку они вам скажут, и про Запад вам расскажут, какой он плохой, какой все такое. Да, почему? А что, все хорошие, что ли? Но вот 10% это будет самое главное, где они вас обманут, солгут вам, и чтобы вас направить в свое русло. Вот как я давно хотел про этого Джемаля сказать и чеченцев призвать. Если вы хоть чуть-чуть просто, чуть-чуть хотя бы, вы за свой народ, за свою религию, как некоторые там рассказывают, и все остальное, вы переживаете, вы никогда не обратите внимания на этих там Шевченков, там Джемалей, там всех остальных. Это те, кто с умом, интеллектуально, с грамотным подходом уничтожал наш народ. Понимаете? Это тот же Дугин. Дугин виноват в Буче. А Джемаль виноват в каком-нибудь там Самашке или еще в чем-нибудь другом. Хотя он никогда этого не скажет. Он скажет, да я за чеченцев, чеченцы борются и так далее. Но надо быть против Запада.
Запад виноват, Запад. Не Кремль виноват. Вы когда-нибудь слышали от Джемаля, от Шевченки, и там, от каких-нибудь других, как они заступаются? Ведь геноцид шел. Геноцид, чеченский народ. А нам рассказывают, мне задают вопрос, есть ли там геноцид в Палестине? Нету там. Геноцид в Палестине был 7 октября 2023 года. Когда зашли и убивали женщин, детей определенной национальности, определенного паспорта в кармане. Там могли быть и арабы, когда пришли туда, ну, знали, что в этих населенных пунктах живут определенные люди определенной национальности. Это был геноцид. В Ичкерии был геноцид. Уничтожались чеченцы. Все. Женщины, дети, беременные, небеременные. Все подряд уничтожалось. Животные, я не знаю, поля, леса, дома. Все грабилось, сжигалось. Никогда никакие Джемали, Шевченки, Мивченки не говорили об этом. Мы не слышали когда-нибудь, чтобы они выходили на митинги и требовали перестать убивать бедных мусульман Ичкерии. Никогда вы этого не слышали. Да, где-то там на митинге слазать какое-то словечко и потом жить себе спокойно. И все. Вот они кто. Понимаете? Вот они кто, да? Как-то так, Дион, да? Давайте дальше. Я как-нибудь напишу про эти. У меня есть что-то написано, по-моему, про этого Гейдара Джемаля у меня есть. Ну, там мало у меня про Шевченко. Надо это все собрать, все это сделать. Просто у меня не хватает ни времени, ни, на самом деле, слишком нужно глубоко изучить вопрос. Но, в принципе, плотно, ну, если поверхностно так разобраться, я всех чеченцев призываю, никогда не смотрите их. Да, ну, можно смотреть, конечно, чтобы так понимать. Какую-то правду они говорят. Надо еще уметь разбираться, какую-то правду забрать. Потому что мы про Запад тоже должны знать. Запад тоже себя вел не очень хорошо, скажем так. Да, он нас не уничтожал, как Россия, как Гайдары, там, Шевченки всякие и другие. Но поэтому ну, Запад свои ценности, свои принципы, которые он декларировал во время Советского Союза, а мы слушали по радио «Свобода», приложив ухо к радиоприемнику, оказался Запад тоже, скажем так, не совсем тем, кем за кого себя выдавал. Поэтому нам нужно знать, какой Запад. Мы в этом мире должны свое место занять. Оно у нас есть, о нас знают во всем мире, миллионный народ, древний народ, древнейший народ, и у нас есть свое место. Не дать себя истребить русским, конечно. Они, и благодаря Западу нас всех не истребили, если честно. А если бы там Запад дал бы, да, не обратил бы до конца внимания, да, все, и русские с удовольствием нас всех истребили бы, чтобы вот я сидел сейчас и это не рассказывал, не разоблачал преступления русских. И украинцы видели, а вот смотрите, они же чеченцев также убивали. А вот им этот голос не нужен был. Понимаете, не нужен был. Поэтому нужно знать, какой Запад, нужно знать и занять свое место нам, чеченцам, в этом мире. Мы займем это место, мы заняли его. Мы сейчас в Европе говорим на всех языках мы говорим. Мы учимся во всех вузах. Да, Россия, ФСБ, ГРУ работает для того, чтобы наши голоса меньше слышались. Работают по всем, по женщинам нашим, по мужчинам нашим. Но мы справимся, выкарабкаемся, так сказать, из этой ситуации. Посмотрим. Так, друзья, я хотел бы посмотреть так дальше, какие у нас вопросы. Постараюсь ничего не пропустить. Сейчас я просто эту троллятину немножко забаню, а то они слишком тут уже распустились. Сейчас я троллятину отправим на заслуженный отдых. Чтобы не мешали мне находить ваши вопросы.
Так. Так. Ассаламу алейкум. Мог Парат. Украина разберется со своими внутренними проблемами и с новейшими. Слава Украине, славочки героям, слава. Алейк салам. Добрый вечер. Считаю, что Зеленский не должен идти на перемирие. Добрый, Эльвира. Ну, посмотрим. Добрый вечер. Ичкерии все прекрасно, говорит. Так, отлично. Здесь подхолопные у нас. Так, если Кавказ спасается, когда от каких всяких проходимств, то исключительно за объединение автохтонных народов. Так. Здесь что-то у меня произошло. Так, я не вижу. Привет, смотреть. Канал адекватно. Салам Ичкерии. Салам. Так, как можно объяснить? Многие русские пытаются оправдать своих хозяев в преступлениях. Также их хозяева утилизируют их самих. Как ты думаешь, почему они это пытаются оправдать? Я не знаю. У меня объяснение, знаешь, русские очень атомизированы. Вот над чеченцами мегаэксперимент русские проводили, да, над всеми, конечно же, но над чеченцами очень сильные эксперименты фашистская Русня и КГБ проводила. Так вот, над русскими она проводила не меньше этих экспериментов. Русские это атомизированные, разделенные, абсолютно не доверяющие друг другу группа людей, община, общность такая. Оправдывают они, потому что безопасно. Я это знаю просто. Если им многие просто очень неграмотные, просто пропаганду жрут, просто им рассказывают, ты великий русский и так далее. Ему вот там соседа, там узбека, там кавказца обидеть, оскорбить, там еврея. Вот это для него счастье, все. Вот он же великий русский. Вот уровень образования, уровень культуры, ментальности вот на этом уровне находится человек. Ему достаточно этого. Вот он лежит в собственной луже, в собственной моче, извиняюсь, и восхищается, что там они там взяли Купянск. 30 тысяч населения до войны, и 30 тысяч населения, они брали 4 года этот разрушенный вот этот Купянск, короче, или Купинск. Поэтому не знаю, почему они оправдывают. Безопасно это, пропаганда это, ведь не замолкает пропаганда ни на одну секунду. Днем и ночью эта пропаганда вещает, днем и ночью. И ну, все вот в этом смысле, мне кажется. Ну, и как бы и разделяют эти ценности. Они великие русские. А кто такие украинцы? Почему у них должно быть государство? Почему они должны говорить на украинском языке? Непонятно. Они все должны на русском говорить. Всех захватить, всех освободить. Всем подарить великий, могучий, так сказать, русский язык.
Геноцид русских в Чечне был? Не был, конечно. Как может быть геноцид русских в Чечне? О чем вы говорите? Если, если был геноцид в Чечне, в Ичкерии, то вы мне скажите, где видео, фото, где массовые захоронения? Территория же оккупирована фашистской Россией. Вы же можете просто во всей территории взять, найти, откопать и так далее. Этого же нет, правильно? Все обман. Это пропаганда была, как распятый мальчик и все остальное. Спасибо за правду. Не за что. Правду говорить легко.
Так, есть звук? Вернулся звук, друзья. Я просто вверху находился, не видел ваши все сообщения, друзья. Вы меня, извините, минуты 3, наверное, да, вы мне пишете? Да, 3 минуты. 4 даже минуты. Есть звук? Звук вернулся, друзья? Нет, тебя... Так, здесь слышно. Да, ладно, здесь в YouTube не был. Мне тут сорвался звонок, позвонили. Ты имеешь диплом политолога? Я имею диплом царя России. Как тебе такое? Нет, я не имею, если серьезно, не имею диплома политолога. Я имею диплом юриста. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Так. Двоечник. Двоечник, говорит мне Асланбек. Бернард, а кто это? Я не знаю. Кто это? О чем ты говоришь, да? Тут разная всякая агентура. Ты на нем про российскую агентуру говоришь, да? Лицемерную, фашистскую, абсолютно аморальную агентуру, наверное, ты говоришь. Я троечник, говорит. Но судя как ты пишешь, да. Да. Так, сколько мы в эфире? Почти час в эфире, друзья. Британского экс-евродепутата, представьте, Британия, которая нам дает пример, должен быть доволен. Британского экс-евродепутата приговорили за взятки, которые он получал от людей Медведчука за пророссийские речи. И вот мы удивляемся, почему вот у них все здесь складывается. Вот такие вот деятели. Нейтан Гилл, будучи депутатом Европарламента, в некоторых случаях буквально зачитывал по бумажке тезисы, присланные ему пророссийским депутатом Верховной Рады Украины. Бывший евродепутат от Великобритании и лидер отделений правопопулистских партий УКИП и Реформ УК Уэльси Нейтан Гилл приговорен к 10,5 годам тюрьмы за то, что он получил 1000 фунтов за пророссийское интервью и речи в Европарламенте. 10,5 лет. Это очень круто. Почти как за убийство. Молодцы, англичане, молодцы. Это просто позор просто. Вот такие люди, их полно. Их в Украине полно, в Европе полно, в Германии полно. Понимаете? И эти люди, вот они не дают правде, справедливости пробиться. Вот за несколько тысяч фунтов продавались подонки просто, мерзавцы. Зачем в политику? Иди в бизнес тогда. Есть бабки хочешь зарабатывать, родину продавать, принципы продавать, да? Молодцы англичане, выявили и посадили, и дали, смотрите, сколько, 10,5 лет. Это же просто невероятно. Ничего ж себе, блин. На России за убийство только не дают. Что насчет триллиона инвестиций саудитов, скажешь, Асан? В смысле? Я не могу понять, что ты имеешь в виду, кавказец ли? Что ты имеешь в виду? Триллион инвестиций, что? Что я должен сказать? Что ты от меня хочешь услышать? Так, по факту он является соучастником геноцида, говорит. Ты про этого евродепутата британского? По факту, да. Относится к суфизму и к ваххабизму.
Бернард, что за вопросы? К чему ты? Ты подсел на какую-то волну. К чему ты? Суфизму, к ваххабизму, к каратизму. Э, Не могу понять, как ты относишься. Я отношусь ко всем религиям одинаково. Понимаешь? Если они не мешают никому, то каждый человек имеет право исповедовать а, религию свою, любую, или не исповедать никакую. Хотя мне эти люди странными кажутся, которые не могут, не верят. Ну, это их право. Поэтому, причем здесь, как я отношусь, там, какой-то там... Вот человек, которого ты мне сейчас тут называл, спрашивал, знаю ли я этот человек знаю. Этот человек лез мне в душу, помогал мне, был таким ярым ичкерийским патриотом и все такое. И затем начал, просто забыл про Ичкерию и начал чушь нести, про религию говорить. Ну, просто по заданию работает человек. Его застали, может быть, он просто на крючке, может быть, просто полезный идиот, не знаю я. Но человек абсолютно глупости говорит и разжигает рознь, разделяет чеченцев, понимаешь, разделяет чеченцев. А вначале был такой весь за Ичкерию, там, за свободу, за независимость, все такое. А теперь все это отброшено, истинное лицо открылось. Вот я так и отношусь. Зачем мне было врать, зачем мне было влезть ко мне там доказывать, какой он там, как он меня поддерживает, как мы вместе боремся там за права чеченского народа. А потом оказывается, это просто работа, которая нужна духовному управлению мусульман, так называемому, отделу ФСБ во временно оккупированной Ичкерии. Понимаешь? Вот все, что человек делает. Он и такие подобными. У них план, я его давно этот план уже раскручиваю, они сами, может, не знают, потому что это винтики, которые этот план исполняют. План фашистской России из Ичкерии сделать сектор Газа. Они вывезли уже туда много функционеров, там разных там вербовщиков, психологов, разных этих мул из сектора Газа, из Хамас там и так далее, и так далее. Они их там мечети понастроили в Ичкерии, оккупированной Ичкерии, в Дагестане, в Ингушетии, ну, в основном в Ичкерии, это главный центр. Там понастроили вот эти свои террористические базы, там, институт спецназа, там, как-то там, Путина там и так далее. Это террористические базы. Привезли туда всех вот этих своих вербовщиков, вот этих проповедников там и так далее. И так далее. И на Южный Кавказ пришли американцы в Армению, Азербайджан, Грузию. И нас хотят противопоставить. Северный Кавказ против Южного Кавказа. То же самое вы можете наблюдать вот UFC. UFC, там прямо разделение такое идет, и там как будто вот там кавказцы. Для чего это делают американцы, я не могу понять, просто бабки это, или это совместно американско российская какая-то там операция, чтобы кавказцы друг друга убивали, Южный Кавказ и Северный Кавказ. Не знаю я. Но вот то, что UFC делает, это для меня очень странно. Очень странно. Но то, что русские к этому идут и готовятся, это давно понятно. И здесь в Европе живет огромное количество чеченцев. Треть чеченцев живет в Европе. Треть чеченцев. И мы имеем большое влияние на тех, кто находится в Чечне. Потому что там свободы слова нет. И все, что мы говорим, там отдается и в умах, и в сердцах. Нас слышат. И нас нужно представить там врагами мусульман, там, я не знаю, кем угодно, что угодно про нас будут говорить, раздувать, потому что там нужно сделать сектор Газа для Путина. И против там Грузии, Армении христианской и Азербайджана, который Израиль поддерживает, тоже враги, все такое. Вот нужно противостояние. Вот к чему они готовят. И вот эти люди, которых ты называешь, которые якобы говорят какую-то правду, и очень много исламофобов, которым нравится, какие вещи они там говорят, вот, наконец-то, он говорит. Нет, он чушь говорит, абсолютно непроверенную, наглую, абсолютно глупости.
таких научных атеистов в Советском Союзе было полным-полно. Это вообще люди без образования. Вы задаете вопрос, у них нет никакого образования. Они вот этих отделов ФСБ, Духовное управление мусульман, там обучались у разных мул. Это все их образование. Они больше ничего не знают. Но они могут искажать, красиво говорить, ораторски, там как-то убедительно перебивать тебя. Там, ну, это они умеют. Этому их обучают. Это все, что они делают. И их задача представить нас, чеченцев, врагами христиан там на Кавказе, что у нас там будет... Сейчас дома строятся, в огромном количестве начали дома строиться. Туда же заселяют этих всех из сектора Газа, вывозящих вот этих функционеров ХАМАС, всех вот этих ублюдков, террористов. Против беженцев я ничего не имею. Просто нам они не нужны. Селите в России, они же друзья России были. Россия большая, не надо же в Чечню их везти, соселить, да, и так далее. И раздают сейчас квартиры участникам так называемого СВО. Это будет боевая сила, эти ГБшники и хамасятина, вот эта вся, она будет там в каждой мечети сидеть, там мозги выносить. А мы здесь, Европы, должны быть чеченцами, которые против мусульман, враги мусульман, мы атеисты там и так далее. Вот как нас они хотят представить. Вот. И вот эти люди, вот, которые сидят, вот эти разные, которые на ислам там разные говорят, вот эти люди, они именно этим и занимаются. Может, они этого не понимают. Им никто не объясняет. То, что анализ, который делаю я, у них не хватит ума это понять самим. Но если я говорю, они могли понять. Но у них нет возможности отказаться. Если они на крючке у ФСБ, они не могут отказаться. Им нужно это делать. И вот они все время говорят, вы услышите что-нибудь плохое про Россию от них, да, это можно им говорить, они говорят, потому что там некоторые, может быть, просто даже не понимают, что они делают. Но в общем их задача бороться не с Кремлем, не с ФСБ, а бороться с чеченцами, с мусульманами, с кем угодно, как угодно. Но не бороться напрямую вот с Кремлем, с ФСБ. Вот какая задача стоит перед ними. Вот они сидят, рассказывают. Вот смотрите, вы много-много видите разных проповедников, которые сидят. Они там с бородами, они все такие крутые, суперзащитники мусульман. Они вообще за религию, там, такие святые люди. Они по воде ходят даже иногда, во сне. Но в итоге сидят разные люди и просто оскорбляют, не просто, то, что не делают не другие религии, не мусульмане. Они этого не делают. Но им за это прилетело бы, их уголовной ответственности привлекли бы, я не знаю, штраф там какой-то назначили и так далее. Так вот, эти все сидят, и ни один, вот эти с бородами, супер там муджахиды, супер там какие-то эти, просто элементарно не написали заявление в полицию. Просто найти и написать, вот разжигание религиозное, оскорбление религиозное, и все вот просто пойти заявление написать. Один ублюдок есть, я не знаю, я его ублюдок называю, потому что его взяли ФСБ, он агент ФСБ, он работает на ФСБ, он здесь раздавал Кораны с большой бородой, с большой задницей такой, есть как баба такой, для того, чтобы его внедрить туда, он ел дерьмо, извиняюсь, чтобы ему войти в доверие, его заставляли есть дерьмо. Он сам это ел. Умар, по-моему, его зовут. Это правда, просто стопроцентная правда. И вот этот кусок дерьма был на всех митингах. Он ярый такой был. И я ему объяснял, я говорю, у нас демократическая Ичкерия. То, что ты делаешь, это, да ты чё, ты против ислама, ты враг мусульман. То такие разговоры со мной были. Что они, я думаю, как длинные волосы, борода такая, рюкзак, как положено, чтобы запугать людей, представить чеченцев какими-то радикалами, исламистами. Этот говноед, извиняюсь, оказался агентом, который абсолютно аморально собирал информацию и сейчас сидит и гонит разную вот эту ерунду. И,
критиковать ислам можно. Христианство, иудаизм, буддизм, любую религию, если ты не согласен, критикуй, обсуждай, доказывай. Это все нормально и все такое. Короче, но они как это представляют? Они говорят, мы, европейцы, правильно вас бомбили там в Ираке, мы вас там уничтожали, там, Ирак, там, что они, Сирию там рассказывают, задеть чтобы. То есть никогда ни европеец, ни американец не говорил о том, что правильно мы там бомбили и так далее. И он это, российская пропаганда всегда нам всегда рассказывала, что Запад, американцы убивают мусульман, потому что они мусульмане. Не потому что Саддам Хусейн, не потому что там нефть, экономические какие-то проблемы, геополитика, а потому что мусульмане. И вот этот говноед, извиняюсь, он прямо говорит, что это самые настоящие, мы вас убивали, потому что вы мусульмане, мы вас ненавидим. То есть он, который вчера раздавал Кораны, который ел говно, чтобы его взяли в ФСБ, этот человек теперь с бородой, который рассказывал нам про какие там, на всех митингах, там он представлял нас какими-то радикалами. Теперь этот говноед, извиняюсь еще раз, рассказывает нам, что европейцы и американцы убивали мусульман, потому что они мусульмане. И мы вам будем геноцид делать, мы вас будем уничтожать. Это его слова, он это говорит. Ну, критиковать религию это одно, не соглашаться с чем-то одно, но просто вот такие вещи я потерпеть не смог. Я написал в прокуратуру на него заявление. Ни один вот из этих всех мул, бородатых и всех далее, вот они здесь сидят там, квалифицировать можно просто огромном количестве нарушений, которые они делают, каждый их стрим. Сейчас заткнулся этот любитель фекалий, про религию ничего не говорит. Но успел он много там уже наговорить себе. Но ни один разные вот эти все защитники ислама, мусульман, ни один из них не написал. Так они все заодно. Их задача, наше чеченское общество, представить каким-то, я не знаю, дикарями, какими-то недемократами. Мы, чеченцы, всю свою историю были демократами. И вот эти люди представляют, некоторые из них не понимают, что происходит. Многие не понимают. Но руководство их все прекрасно понимает. Понимаете? Вот такая вот ситуация происходит. Вот такая вот ситуация. И это нужно знать. Аслан всех мошенников и коррупционеров в суд и сажать. Да, абсолютно это. Согласен с тобой. Кавказ. Земля. Так, где ты пишешь, что ты пишешь, что про то, что UFC, что там специально стравливали, это чушь. Просто сейчас кавказцы в топе. Первое место дагестанцы, 2 грузина, чеченцы. Ну, мне кажется, ты вроде писал неглупый комментарий, и сейчас пишешь такую, извиняюсь, чушь самую настоящую. О чем ты говоришь? Ты веришь, что в этом спорте, который руководство выбирает, кто будет драться, и какие-то миллионы там фигурируют, и там все делается по чесноку, что вот там захотели, и вот резко почему-то кавказцы там выбились. Вот не было их все это время, не слышно, не видно, а тут раз, и как-то они выбились. Тебе не кажется, немножко сказки ты нам рассказываешь? Спорт почти весь продажен. А если это спорт такой, как такой зрелищный, такой художественный, театральный, как UFC, то и выбирают бойца не потому, что его там, как на Олимпиаду, страна выдвинула, и он поехал, а просто потому, что решил руководитель этой организации, что да, хорошо, я тебя назначу. Поэтому это все чушь собачья. UFC,
делает какую-то работу. Я не знаю, для чего они это делают. Это канал связи с кем-то или с чем-то. Но это чушь собачья. Это делается целенаправленно. Кавказцев противопоставляют друг другу. И там вы это увидите. Я надеюсь, они меня услышат и не станут инструментом в руках там, армян, там, грузин будут противопоставлять. Поэтому как-то так делаю. Я не азербайджанец, но знаю, что Дагестан будут использовать против Азербайджана. Замените лезгин на осетин, а Азербайджан на Грузию. Остальное вся та же методичка Кремля. Да, Старсклайд, абсолютно так. И вот этот Кавказин Албания с ником является проводником с этим ником. Вот то, что его ник такой, это как раз вот на границе Азербайджана и России, Дагестана было государство Кавказская Албания, и вот он вот этим нам вот это все рассказывает. Да, против Азербайджана хотят, а мы не будем против Азербайджана. И я занимаюсь этим, и против Армении мы не будем, и против нашей братской Грузии мы не будем. Никогда. Армяне первые христиане у нас на Кавказе, мы с большим уважением к ним относимся. Грузины наши братья, можно сказать, родные братья, понимаете? И если вы проследите, везде грузины, настоящие грузины, всегда были с нами. Всегда всю нашу историю, от Гамсахурди и раньше, до Арахамия. Кто признал Грузию, он возглавлял фракцию в Верховной Раде, Давид Арахами. Это грузин, который очень много сделал, чтобы именно геноцид был указан в документах, что Россия совершила над нами геноцид. Это сделала Верховная Рада, слуги народа, другие депутаты. Но Арахамия приложил много сил. И везде вы увидите, что настоящие, да, пророссийские грузины есть, как и чеченцы и все остальные. Но везде вы увидите, где есть грузин, там чеченский интерес всегда вы, не без битья в грудь, там, без рвать рубаху, всегда чеченцу помогут, всегда за чеченцев будут, понимаете? Вот такие вот вещи. Друзья, эти вещи нам нужно знать. Если мы будем знать это, нас не стравят. Грузины наши братья, армяне наши братья, азербайджанцы наши братья. Понимаете, наши кавказские братья. Мы жили на одном Кавказе, и нам еще 1000 лет там жить вместе. Понимаете? Вот как должно быть. У нас есть кавказская нация, как об этом писал Абдурахман Автарханов. Так, давайте дальше. Так, спасибо, Сузанна, спасибо. Нет, Аслан, там нет этих таких махинаций, сильно выигрывает. Ну, смотри, во-первых, конечно же, бои красочные бывают, зрелищные бывают. Во-первых, там есть продажные бои. И бывает такое. Ну, конечно же, если мы с тобой поймем, и все зрители, которые смотрят, многие просто сделают так, чтобы, ну, если мы увидим откровенно продажные бои, когда тебя замахнулись, ты упал там и так далее, ну, это несерьезно будет. Миллионы, десятки, сотни миллионов оборотов в этом бизнесе. Поэтому в любом случае надо делать так, чтобы это было очень правдоподобно. Но для того, чтобы сопоставить два противника друг против друга, понимаешь, ты оцениваешь их, ты выбираешь, кого против кого ставить. Это тебе не Олимпиада, там, Америка вывозит своих олимпийцев, там, Германия своих, французы своих, и то там, как говорится, всякое бывает. А здесь это все шоу. Это все спектакль, да, и все. А так тебе говорят, не дерись на полную, не до конца делись там и так далее. Хабиб и Конор, я думаю, по-настоящему подрались. Хабиб и Конор по-настоящему. И тогда
Конор проиграл. Но спорт есть спорт, всякое бывает. Так, дальше. В 1995 году Джохар Дудаев говорил: Лезгистан — это козырь Кремля. Россия использует лезгин в гибридной войне против Азербайджана. Их 20 лет качают ложью. Мол, их ущемляют азербайджане, чтобы натравить. Их 20 лет качают ложь, чтобы их ущемлять. Да, совершенно верно. Да. Почему лезгины никогда громко об этом не заявляли от России? Почему надо от Азербайджана сейчас, когда Азербайджан более независим стал от России? Почему сейчас нужно? Лезгинам нужно об этом задуматься. Я с большим уважением отношусь к лезгинам. У меня были друзья лезгины в прошлой жизни. И я считаю, что нужно очень внимательно отнестись. Не дать себя сделать инструментом. Ничего хорошего, кроме крови, не принесет это. Зачем нам это нужно? Ничего хорошего Россия нам не давала. Сейчас служить интересам, да, конечно, будут служить там, кто в погоны носит и все остальные, но нам это не нужно. Сейчас дружит с Арманом, у многих группах пишут про братство армян-чеченцев, так что UFC не занимается стравливанием, а наоборот объединением. Да, это ты прав, в этом абсолютно так. Ну, знаешь, армяне всегда были пророссийскими. Это внутри России. Поэтому, если человек общается с армянином, и если армянин, он не значит, он автоматически за свободную Армению, или за Пашиняна, или за европейскую Армению. Это не значит. Поэтому национальность здесь, да, имеет значение, но это не главное еще пока значение. Понимаешь? Вот в чем вопрос. Это есть то, что есть. То, что ты говоришь, это да, они есть, они общаются. По какой-то причине они всегда вместе, и мы будем наблюдать. Но мне важно, чтобы армянский и чеченский народ не подрались. Не чеченский, вот, о котором ты говоришь, который за деньги там, призывал чеченцев идти воевать в сектор Газа против евреев и так далее. Сам спокойно летает в Америку, спокойно зарабатывает деньги, прямо говорит, что я деньги зарабатываю. А чеченцам нужно было идти, вот его зрителям нужно было идти воевать. Вот он на этому призывал. Понимаешь? Поэтому я надеюсь, что и среди этого круга, и Кадырова, и других тоже есть люди, которые понимают всю эту систему, и что нас гонят. И я это тоже говорю, и они меня смотрят, и я думаю, и они больше даже имеют информацию, чтобы сопоставить то, что я говорю, чтобы наш народ не загнали куда-нибудь. Поэтому, а так... Сегодня дружат, завтра раздружились вот эти два бойца, и все. Интересно, что Хабиб заявил, что не хочет, чтобы Махачев дрался на бою у Белого дома. А почему он так заявил? Алейкум инлавчик. Что такое инлавчик? Лезгины не должны вестись на пропаганду Кремля, как абхазы, осетины и жители Донбасса. Абсолютно с тобой согласен, Старклайт. Абсолютно. Мы должны быть едиными. Мы не должны дать себя обмануть. Мы не должны дать себя втянуть в русские войны. Русские имперские войны против Америки, против еще кого-то. Мы должны договариваться. Мы братья. Мы кавказская нация. Понимаете? У нас похожий культурный код, уважение к старшим. Вообще очень-очень много у нас похоже. Мы очень друг друга хорошо понимаем. И это все прекрасно знаем. Несмотря на религии, различия и так далее. Вообще у нас никогда эти вопросы не стояли. Вот сейчас начали про эти религиозные различия нам говорить. Никогда у нас таких различий не было. Никаких вопросов у нас не возникало. Жили в мире. Среди грузин, вот мне грузины,
как по соседству, и легко мне его объяснить и понять их, например. Среди грузин есть чеченцы, бацмийцы, они христиане. Среди грузин есть сваны, тушинцы, кто там еще, которых сами грузины в шутку называют, это у нас чеченцы, грузинские чеченцы. У нас очень много похожих, и с теми же, и абхазы, и другие, и все мы единый Кавказ, нас разделили, к большому сожалению, пролили кровь. Это все нужно убрать, это все нужно примирить, понимаете? Вероятно, потому что американцы не дадут ему там победить. Может быть. Но это люди, которые являются инструментом. И вообще, кто, с каких пор какие-то там спортсмены будут там какую-то там политику нам что-то рассказывать. Это мы сами ведемся на эту пропаганду, нам показывают, вот он сказал, там, особенно молодежь на это ведется. Ну и что сказал, кто он такой? Просто кто он такой, что он сделал, кроме того, чтобы он заработал деньги, там, и целый день там бил морду себе или там своему противнику. Ну все. Если в Азербайджане поменяют Алиева на другого президента, как в свое время Януковича убрали, то Россия будет использовать лезгин против Азербайджана. Для этого вся работа по дестабилизации региона. Да, вполне возможно. Вполне возможно. У меня, я неоднократно это говорил, я с большим уважением отношусь к азербайджанскому народу, но в Азербайджане нет демократии. Азербайджанцы всегда с очень сочувствием и состраданием относились к чеченцам. Я это знаю просто. Абсолютно незнакомый азербайджанец, когда узнавал, что ты чеченец, просто хотел тебе помочь. Это было и в первую русско-чеченскую, и во вторую русско-чеченскую войну, когда в Москве, кто жил там в других регионах России, когда ты азербайджанцев встречал, он узнавал, чечен и так далее. Очень приятно было. И это не забыть никогда, самое трудное время. Но власть в Азербайджане, к большому сожалению, всегда была потомственно недемократическая. От отца к сыну и так далее. Хотя, это решать, это азербайджанцам самим решать и так далее. А в Армении, наоборот, другая была ситуация. Армяне дистанцировались от чеченцев как можно больше. Они мусульмане, мы христиане, мы первые христиане. Мы гордились вами, христиане, первые христиане на нашем Кавказе, уважаемые армяне. А когда нам было тяжело, вы действительно, хотя в нашем Грозном жило огромное количество армян, и у нас никаких проблем с ними не было. Но сейчас ситуация, Пашинян демократический, абсолютно прозападный, очень прогрессивных взглядов человек. Я с большим уважением отношусь к Пашиняну, к тому, что он делает. И Армении нужно уходить. Здесь в Европе живет много армян, в Америке живет много армян. Нужно не на Россию акцентировать внимание и знать, что вас азербайджанцами стравливали эти же русские. Это русская империя. Не азербайджанцы, армяне ваши враги, не мусульмане ваши враги, а Кремль ваш враг. Всегда был. Понимаете? Всегда. Вами пользовались, вас использовали. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Но это мы должны преодолеть, мы должны пройти этот путь и быть вместе. И Далмуа так будет. Далмуа. Они это уже и так делали. В Украине, Донбасс, Крым и Грузия. Когда Гамсахурдия был в 90-х годах, тогда Россия вела войска в Абхазию и Южную Осетию, якобы для защиты Абхазов Осетии. Да, и они это будут делать. И мы должны быть внимательными и не дать себя обмануть. Друзья, не дайте себя обмануть. Ночи Амдинду, Ичкери, Юлщу. Все будет Ичкерия, слава Украине. Am Israel High, God bless the United States of America and Germany. Аникер Маш, всего хорошего. До свидания, друзья.